بسم الله الرحمن الرحيم قصص نور قصص. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В прошлой серии мы рассказывали о том, что Сулейману Всевышний Аллах даровал великую власть, пророчество и понимание. Также мы рассказали, что произошло между ним и долиной муравьев, историю с Удодом и историю с Билькис, которая в итоге подчинилась его приказу и решению. Она сказала: «О мой Господь, поистине я была несправедлива к себе, и я уверовала вместе с Сулейманом в Аллаха, Господа миров». Всевышний Аллах подчинил Сулейману джиннов, птиц, диких зверей, людей, а также даровал ему великое царство и огромных созданий. Кому? Сулейману, мир ему, этому пророку, царю. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что Сулейман, мир ему, попросил своего Господа 3 вещи, но Аллах дал ему только 2 вещи из 3. Он обратился со всеми этими 3 мольбами после того, как возобновил строительство священного дома Бейтуль-Макдис. Поистине, во время Сулеймана Бейтуль-Макдис был построен и отличался величием строения. Когда же Аллах дал Сулейману силу и власть, подчинил ему джиннов, шайтанов, людей, диких зверей, птиц и ветер, он закончил строительство Бейтуль-Макдиса. Когда же его строительство завершилось, он поднял свои руки к небу и воззвал к своему Господу, вопрошая у него о 3 вещах, но Аллах дал ему только 2. Что касается первой вещи, то он сказал: «О Аллах, поистине, я прошу у тебя мудрости, совпадающей с твоей мудростью». И Аллах даровал ему это. Что касается второй вещи, то он сказал: «О Аллах, я прошу у тебя власти, которой бы никто не был наделен после меня». И Аллах, велик он и могуч, даровал ему это. Что касается третьей вещи, то он попросил Аллаха, что если кто-либо выйдет из своего дома по направлению к Бейтуль-Макдису ради того, чтобы совершить в нем молитву, вернется таким же, каким был в тот день, когда родила его мать, то есть чистым от грехов и ошибок. Но Аллах запретил ему это. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я прошу, чтобы эта 3-я вещь была для нас». То есть пророк просил, чтобы Аллах нам даровал эту 3-ю вещь, и чтобы тот, кто совершит молитву в священном доме, возвратился таким, каким был в тот день, когда родила его мать. Каков же этот дом? Какое место он занимает? Аллах, могучен и велик, даровал Сулейману правильное понимание и мудрость. В один из дней к Сулейману пришли 2 женщины, рассказывая, что случилось. Обе эти женщины, одна была взрослой, другая молодой, пошли вместе со своими грудными детьми в пустыню. Но там случилось так, что волк растерзал одного из младенцев. Этот младенец умер, и остался только один из них. И тут между 2 этими женщинами произошел спор по поводу оставшегося младенца. Взрослая женщина сказала, что это ее ребенок, а молодая, что это ее ребенок. И так они продолжали спорить между собой. Затем они пошли к пророку Сулейману. Когда они пришли, взрослая женщина начала говорить, что это ее сын, а молодая, что ее. И так они спорили перед Сулейманом. В этот момент Сулейман сказал: «Принесите мне нож». И его подчиненные тут же принесли ему нож. «Что ты хочешь сделать, Сулейман?» Он сказал: «Дайте мне сюда этого младенца». Ему принесли младенца, и Сулейман, мир ему, сказал: «Я разделю его на 2 половины. Одну половину для взрослой, другую для молодой». «Что ты сделаешь?» «Я рассеку ребенка на 2 половины». Услышав это, взрослая женщина замолчала, испугалась и притихла. Что же касается молодой женщины, то она произнесла: «О пророк Аллаха, отдай ей ребенка. Отдай ей ребенка, воистину он ее». Она испугалась, что его рассекут на 2 половины. И тут Сулейман понял, что молодая женщина является его матерью. Сулейман взял и отдал ребенка ей. Аллах дал ему правильное понимание, мудрость и знание. Каждый из нас помнит случай, когда лошади Сулеймана отвлекли его от молитвы Аср во время захода солнца, и как он потом зарезал всех своих лошадей. Он совершил жертвоприношение Аллаху и раздал с этих жертвенных животных милостыню бедным и нуждающимся. Кому он принес в жертву лошадей? Аллаху, велик он и могуч. Он совершил пожертвование ими, и Аллах его облагодетельствовал. Аллах облагодетельствовал его тем, что подчинил ему ветер. Кому был подчинен ветер? Сулейману, мир ему. Ветра для Сулеймана была сделана основа из большой доски, которую ветер
переносил, куда пожелает Сулейман. Бывало так, что на утреннюю молитву фаджр он был в Дамаске. На Зухре он был в городе, который располагался от Дамаска на расстоянии месяца пути. А на Аср он был в месте, которое находилось на расстоянии месяца пути от последнего места, где он был. Ветер поднимал его в небеса и переносил туда, куда он пожелает. Аллах, велик он и могуч, подчинил Сулейману ветер, который переносил его, куда он пожелает. Но не только это было подчинено Сулейману. Ему также были подчинены джинны и шайтаны. Кому они были подчинены? Сулейману, мир ему. Что касается шайтанов, то среди них были строители, которые строили для него здания. Также были шайтаны-ныряльщики, которые входили в море и вытаскивали из него драгоценности и жемчуга. И все это они совершали по приказу Сулеймана, мир ему. Аллах, могучен и велик, дал Сулейману власть над джиннами, людьми, птицами и дикими животными. Все на этой земле было подчинено Сулейману, мир ему. Что это за пророк, которому была дана великая власть, подобной которой не было ни у кого ни до, ни после него? Кто же это, Сулейман? Он один из самых любимых Аллахом пророк. Аллах даровал ему то, что желал. Даже джинны и шайтаны делали для него такое, что трудно представить любому человеку. Джинны делали в мечетях и домах специальные углубления в стене для молитв, махариб, а также строили ему здания. Они делали не только эти углубления, но и статуи, которые были разрешены в их шариате. Даже эти статуи делали для него джинны. Также строились для Сулеймана большие бассейны, котлы, которые были установлены на земле. Это были огромные котлы, которые нельзя было перенести. Они стояли на земле, и в них готовилась пища, которая впоследствии распределялась среди бедных и нуждающихся. Похожие на бассейны. Для кого же все это? Для пророка Аллаха Сулеймана. Что же касается шайтанов, которые ослушались его приказов, то они заключались в тюрьмы. То есть каждый, кто ослушивался Сулеймана, мир ему, приковывался цепями. Шайтаны испытывали почтительный страх перед Сулейманом. Сколько же раз неверующие, многобожники и колдуны воевали с ним. Колдуны подготавливали свои предметы колдовства и закапывали их под трон Сулеймана, мир ему. И вот наступили последние мгновения жизни Сулеймана. Подошли мгновения кончины пророка, который обладал великой властью, который построил Бейтуль-Махдис и сделал из него большое здание. Наступили последние часы его жизни, последние мгновения кончины этого пророка. Он чувствовал, что он скоро умрет, однако он знал, что если он умрет, шайтаны снова начнут творить нечестие на земле. Выйдя из тюрем, до сих пор было так, что шайтаны боялись заходить внутрь Бейтуль-Махдиса. Когда же шайтан входил в священный дом, и Сулейман молился там, шайтан тут же сгорал. Поэтому они боялись. Они лишь смотрели внутрь через окна, летали справа и слева и смотрели на Сулеймана, мир ему, чтобы узнать, молится ли он или его нет в Бейтуль-Махдисе. И когда Сулейман почувствовал свою смерть, он взял свой посох. У него был посох, который назывался на языке людей Йемена Минса. Он взял свой посох, оперся на него и начал молиться Аллаху, велик он и могуч, в священном доме. В таком положении, оперевшись на посох, и застала его смерть. Но он стоял и не падал на землю, будучи мертвым. А джинны и шайтаны подумали, что Сулейман, мир ему, находится в состоянии молитвы, так как Сулейман, бывало, месяцами пребывал в мечети и не выходил оттуда. Итак, Сулейман продолжал молиться, оперевшись на посох, и ни земля,
ни насекомые не повлияли на тело Сулеймана, так как он был пророком, а тело пророков не разлагается. Аллах сохраняет их даже после смерти. Сулейман все так же стоял, оперевшись на посох, а шайтаны по-прежнему боялись его, думая, что он продолжает молиться. Месяц, 2 месяца, 4, 5. Даже сказали, что он в течение целого года пребывал в этом состоянии. Но что же случилось? А случилось так, что насекомые земли начали потихоньку грызть посох Сулеймана. В то время пол мечети был из земли, и когда посох истощился насекомыми, он сломался, и Сулейман, мир ему, упал на землю. Эта новость тут же распространилась среди людей. Умер пророк Аллаха. В это же время шайтаны покинули свои темницы. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته تأكل عصاته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. Люди узнали, и джинны поняли, что о скрытом ведает только Всевышний Аллах. Если бы они знали скрытое, то они узнали бы о смерти Сулеймана. Но они ничего не могли узнать о ней все это время. Шайтаны были освобождены, и они стали приносить на землю разврат. Они раскопали землю под его троном, откопали свое колдовство и сказали людям: это наследство Сулеймана, это знание Сулеймана. Они отнесли к Сулейману колдовство. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. История пророка на этом заканчивается. Какая же история может быть красивее этой? Что же может быть более величественно, чем назидания, извлекаемые из истории пророка Аллаха Сулеймана, мир ему? قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. После Сулеймана, мир ему, пришел следующий пророк из пророков Аллаха, его имя Узейр, мир ему. Он был послан в Палестине, в этой благословенной земле, земле пророков. В его время Палестина была разрушена по причине постоянных войн. В один из дней Узейр вместе со своим ослом отправился в одну из деревень. В путь он взял с собой виноград, инжир, немного сухого хлеба и воды. Узейр отправился в селение, и в пути он посмотрел на уничтоженную землю, посмотрел на то, что было вокруг нее, и сказал самому себе: кто же оживит эту землю после ее смерти? Это тяжело, это невозможно. Оживить эту землю после того, как она умерла. Далее он поместил выжатый сок винограда в сосуд, взял ломоть черствого хлеба и окунул в виноградный сок, чтобы хлеб стал более мягким и пригодным для еды. Возле себя он привязал осла, лег, смотрел вокруг себя и думал: как же Аллах оживит эту землю? Так Узейр и заснул. Заснул во время Зухра, а проснулся, когда солнце уже было на закате. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Итак, когда он проснулся, то подумал, что спал меньше, чем один день. Тут к нему пришел ангел и спросил его: «О пророк Аллаха, как долго ты спал?» Он сказал: «Я спал один день, даже меньше, чем день». С Зухра до заката солнца меньше, чем день. Я спал только один день.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. Узейр, пророк Аллаха, не знал, что он спал полных 100 лет. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Ангел спросил его: «Сколько ты провел во сне?» Он сказал: «Часть дня». قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Ангел же ответил ему на это: قال بل لبثت 100 عام. «То есть, пророк Аллаха, ты спал 100 лет. Посмотри на свою еду, посмотри на виноград, посмотри на инжир, хлеб, посмотри на свою еду, которую ты положил 100 лет назад и которая не изменилась до сих пор. Это знамение». فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. Не изменились. Узейр сомневался во всем этом, но ангел сказал ему: «Посмотри на осла и на то, что от него осталось. От осла остались только кости. Тело пропало. Осел умер, разложился, и от него осталась только груда костей». Ангел сказал: «Посмотри на своего осла, посмотри на его кости, и смотри, как Аллах соберет его сейчас перед тобой». И Узейр увидел, как кости начали собираться. И вот все кости собрались воедино, и скелет осла стоял перед ним. Затем на костях начало расти мясо, кожа, вены. Все росло и превращалось в единое целое, пока Аллах не одел кости мясом, а мясо — кожей и волосами. После всего этого осел неожиданно встал. В это мгновение он подумал, что наступил судный день. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف نجمعها وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Узейр был поражен. Еда после 100 лет не изменилась. Осел разложился и сгнил. Потом Аллах собрал его в один миг передо мной. Тело осла снова превратилось в тело. Потом он встал. Что же такое я вижу? Что происходит? Узейр был удивлен 2 вещами — едой и ослом. И тут Узейр вспомнил о том, что он сказал ранее: «Кто же оживит землю после ее смерти?» Смотри, Узейр, как Аллах оживил осла. Когда же Узейр увидел все это, он сказал: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Для Узейра стала ясна сила Аллаха, свят он велик. Также он понял, что Аллах может оживить землю после ее смерти, как оживил этого осла, который был перед ним. Затем Узейр встал и отправился к своему народу, чтобы узнать, что произошло. Узейр отправился в свою деревню, в которой отсутствовал 100 лет. Там он увидел другие дома, других людей. Субханаллах, как же изменилась его деревня! А разве не ты, Узейр, когда проходил мимо селения, разрушенного до основания, сказал: «Поистине, когда ты, Узейр, увидел эту разрушенную деревню, ты удивился и не поверил, что она заново строится после разрушения.
Теперь смотри на свою деревню Узейр, смотри на нее, как она преобразилась и изменилась. Узейр сказал: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Узейр сразу же отправился к своему старому дому, который потерял его более 100 лет назад. Он пошел к себе домой и нашел там совсем другой дом. И прежнее место стало совсем другим. Возле дома он нашел старую женщину, возраст которой был 120 лет. Женщина была слепа и постоянно сидела на земле. Узейр поприветствовал ее и сказал: «О раба Аллаха, где дом Узейра?» В этот момент она заплакала. Он спросил: «Почему ты плачешь?» Она сказала: «Никто не спрашивал о пророке Узейре уже много лет. Мы потеряли его 100 лет назад и ничего не слышали о нем. Возможно, он умер». Узейр сказал ей: «О раба Аллаха, я Узейр, я пророк Аллаха, я Узейр». Она сказала: «Поистине, на мольбу Узейра Аллах всегда отвечает. Если ты действительно пророк Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он вернул мне зрение и исцелил меня от болезни». Ее возраст был 120 лет, и она была слепа. Узейр сделал дуа Аллаху, а затем протер ее лицо. Женщина встала со своего места, уже будучи зрячей. Затем он опять сделал дуа, чтобы Аллах исцелил ее, и Аллах исцелил ее. Она же встала, подошла к нему, посмотрела на него и сказала: «Поистине, ты Узейр, я до сих пор помню тебя, ты Узейр». Они пошли к людям, и эта женщина стала говорить им: «Поистине, Аллах вернул Узейра к нам через 100 лет. Поистине, это он, я помню его». В народе также были старые люди, старейшины этого народа. Они сказали ему: «Если ты действительно Узейр, пророк Аллаха, то знай, что когда враг пришел к нам, он сжег всю Тору и убил всех, кто знал ее наизусть. Верни нам Тору, поистине, Узейр знал ее». Он сказал им: «Идемте за мной». И они пошли вместе с ним. Затем он сказал им: «Копайте в этом месте». Они начали копать и вытащили оттуда Тору, которую он когда-то закопал. Однако, по прошествии 100 лет, она испортилась. Земля уничтожила ее. Люди же сказали ему: «Где же Тора? Если ты пророк Аллаха Узейр, то дай нам сейчас Тору. Вспомни ее для нас». И Аллах не спаслал Тору в сердце Узейра. Узейр стал читать нараспев Тору сначала и до ее конца, а знающие люди стали записывать ее за ним, а затем обучать по ней людей. Так он читал Тору для них, и Аллах вернул его им через 100 лет. Узейр стал великим человеком среди Бану Исраиль. Когда же он умер, и Аллах умертвил его настоящей смертью, сыны Израиля возвеличили его до такой степени, что назвали его сыном Аллаха. وقالت اليهود عزير ابن الله. Они приписали Аллаху, свят он и могуч, сына, но Аллах не родил, не был рожден, и не был ему равным никто. Иудеи ошиблись насчет Узейра. Он был одним из пророков Аллаха. В следующей серии, иншаллах, мы поговорим о последнем периоде времени Бану Исраиль. Мы поговорим сразу о двух пророках Аллаха, Закарии и Яхье, мир им обоим, которые жили в последнюю эпоху Бану Исраиль. Мы узнаем, что делали Закария и Яхья, поговорим об их качествах и о том, что сделали иудеи с ними обоими. Такова тема нашей следующей передачи. قصص نور قصص